133.75 kilograms. Номер 12. Number 12. $131 килограмм, 300 грамм. 131 kilos. Republic of Uzbekistan. $154 килограмма, 600 грамм. 154 kilos, 600 grams. Times champion of Russia. Times absolute champion of Russia. Champion of Europe. Absolute champion of Russia and the world in mass wrestling. Viktor Kalibabchuk. Russian Federation. Smolensk Oblast. $147 килограмм, 400 грамм. 147 kilos, 400 grams. Номер 7. Number 7. Champion of the Republic of Sagai Wrestling and Mass Wrestling. Ivan Lelimsky, Russia, Sakha Republic. Сизики. 102 килограмма, 500 грамм. 102 kilos, 500 grams. Комнату другую выбирать скорее. Виктор Kalibabchuk, Россия, Смоленская область. Сергей Трубицын, Республика Узбекистан. Азарат Магомадов, Республика Азербайджан. Лукаш Арауджу Мачадо, Республика Бразилия. The State Duma of the Russian Federation. Председатель. Зато тут Венгрия, Иван Белорусский, Россия, Саха-Якутия. На помощь. Валентин Стручков, Василий Васильский, Илья Скрябин. Valentin Struchkov, Vasily Vasylsky, and this will be fruitful in promoting the Уважаемые гости, в Республике Саха-Якутия сложилась уникальный опыт по поддержке и развитию национальных видов спорта. Создан уникальный для России и мира Центр по развитию национальных видов спорта. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача развивать национальные виды спорта и продвигать их в олимпийские соревнования. The President of the Russian Federation, Vladimir Putin, has given a task for us to develop the national kinds of sport and to put them forward for Olympic championships. Среди всех видов спорта национальных, развиваемых в России, самые популярные и самые продвинутые в развитии – это, конечно же, капсагай, масс-рестлинг и якутские прыжки. One of the most famous and one of the most popular kinds of sport in Russia and the world among the ones of our traditional ones are kapsagai and mass wrestling. Мы очень рады, что депутаты Государственной Думы, руководители профильного комитета по спорту Государственной Думы приехали в Якутию для того, чтобы обсуждать вопросы развития национальных видов спорта.
include traditional kinds of sport, mass wrestling, hexagon, and national jumps, have become popular not only in Russia, but also all over the world. Сегодня Международная федерация по масс-рестлингу проводит свои турниры во всех континентах мира, начиная Африки, Азии, Европы, Америки, во всех субъектах Российской Федерации. И все любят, уважают масс-рестлинг, наш любимый вид спорта. And now the international mass wrestling competition is open. Спасибо. Я теперь вижу, что вы не только национальный вид спорта любите, но любите хоккей и поддерживаете нас. Спасибо. Спасибо. Это гостеприимство. Я первый раз в вашей прекрасной земле, которые сегодня такие приехали богатыри, чтобы помериться силами. Прекрасные соревнования. Мы сегодня все получим удовольствие. Но Thank you for your hospitality. I'm here for the first time to see the strongman compete. я сегодня увидел очень много прекрасных стадионов, которые буквально построены за несколько лет. Теперь самое главное нам воспитать молодежь, чтобы они прославили и Якутию, и Россию. Успехов! Спасибо! Вот она, долгожданная встреча исполинов Вселенной, самых сильных людей планеты. У нас первая пара богатырей на помосте. В красном углу Антанас Абрутис, Литва, в синем углу Ников Тодоров, Болгария. Красный угол Абрутис Антанас, победитель международного турнира по массоврестлингу Турции. Тодоров Ников, синий угол Болгария, Чемпионов Болгарии. Красного угла Абрутиса Антанаса, Литва. Итак, 1-0. Счет поединок ведет Абрутис Антанас, Литва, победитель международного турнира по массоврестлингу Турции. Антанас Абрутис более опытный атлет. Красный угол Владик Маркус, Эстония. Manik Marcus from Estonia is in the red corner. И синего угла атлет Родион Супман, Молдавия. Rodion Sukman from Moldova in the blue corner. Четырехкратный победитель, чемпион чемпионата мира по стронгмен. Один из опытных атлетов мира. Маркус Анни, Эстония, чемпион стронгмен Эстонии. Маркус Анни весит 130
Сторонники спорта и республики хорошо знают Федора Федорова. Федор Федоров является пятикратным чемпионом России в весовой категории до 90 килограммов. Пятикратным чемпионом России. Многократным чемпионом Республики Саха-Якутия. Пятикратным призером игр Тыгына. Роланд Кулбис, Латвия, является неоднократным чемпионом Латвии по силовому экстриму. 1-0 в пользу Кулбиса Роланда, Латвия. Одна из захватывающих встреч в данном турнире. Кулбис Роланд, Латвия, весит 133 килограмма. Федор Федоров весит 94 килограмма. Федор Федоров является самым легким атлетом в данном турнире. Но, как показывает практика, соревнований по массрестлингу весовая категория не имеет сколько у нас получится. Напряженный поединок, кто его возьмет. 1-1. И по внешнему виду легковесный атлет Федор Федоров, используя великолепную технику борьбы, ведение поединка масс-рестлинга во второй попытке одерживает победу. И счет становится ничейным. 1-1 мирового спорта, получая название масс-рестлинг, то есть борьба в палках. Рестлинг – это борьба, масс – это дерево, палка.
опытнейший масс-рестлер. Евгений Иванов занимается пауэрлифтингом и является тоже победителем многих республикан, является чемпионом Европы, России по масс-рестлингу. Десятикратный чемпион Республики Саха-Якутия. Поединок начался. Тоже вытянет эту волшебную палку. Палку вот в щелочку. И кого же выручит эта палка? Волшебная. На этот раз выручает Евгения Иванова. И палка... Встреча. Борьба началась. Палка в руках Анатолия Ивановича. Не намерен сдаваться. Масс-рестлинг, вид спорта очень быстротечный, молниеносный. И в этом виде спорта играют буквально все группы мышц. Кто за Евгения Иванова? Кто за Анатолия Паишева? Yazgarbay'da işi olanları, olanlar olarak eleşmetler, köyakların iki mağaları hükmde. И значение велико. И турнир обязывает каждого атлета выступать. Наступает один из труднейших моментов. Решение. Данного турнира. 2-1 победа Паишева. Все. По предупреждениям. 2-1. По решению судейской коллегии победу одерживает Анатолий Паишев под счетом 2-1. На помосте два победителя первого круга. В группе А всего 8 атлетов. Наврутис Антанас является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Манник Маркус, Эстония, является чемпионом стронгменом Эстонии. Весит 131 килограмма. В первом круге выиграл Радиона Сухмана из Молдавии. Манник Маркус, Эстония.
Ковальчук является трехкратным абсолютным чемпионом по масс-рестлингу, чемпионом Кубка мира и чемпионата мира по масс-рестлингу. Мы видим, что Виктор Колебовчук превосходно подготовлен. Мы Виктора Колебовчука знаем уже как героя масс-рестлинга. Он раньше занимался баскетболом, переростке 2 метра 3 сантиметра. Он является успешным спортсменом во многих видах спорта, и в том числе по масс-рестлингу. На счету 1-0 победу одерживает Виктор Колебовчук, Россия, Маленская область. And with a score of 2-0, the winner is Viktor Kolevatchuk, Russia, Smolensk, Russia, the Sakharov Republic. Готовится Мачадо, Бразилия, Баиша, Россия, Республика Саха-Якутия. Machado Lukas, Brazil, Anatoly Baisha, Sakharov Republic, to get ready. На помощь уходят два атлета, которые очень хорошо знают друг друга, два соперника в одной весовой категории до 90 килограмм, имеют переменные успехи, и никто твердо не может сказать, кто же из них более силен. И в этом турнире победу одержит, успех добьется именно тот атлет, который более хорошо подготовился к данному турниру. Оба являются многими участниками игр Дыгына, где состязаются по 7 видов спорта, и успеха добивался Иван Белолюбский. Игры Дыгына – это якутское многоборье, где состязаются по многим видам спорта, национальным видам спорта. Даме поднятие тяжести, и прыжки, и бега, стрельба из лука, перейдя из палки, борьба в облагай, вертушка 1-0. 1-0. Если он раньше весил 90 килограмм, то сегодня Иван Белорусский весит 102 килограмма. Это внушительно. Постепенно приближается к гигантам, благодаря мощным людям планеты. Отличная атака в исполнении Ивана Белорусского, и победу со счетом 2-0 одерживает Иван Белорусский. Sportsmen of the E group are to get ready. Witam Golizar, Todorov, and Superman Region. Лукаш Мачадо – красный угол, Баиша Анатолий – синий угол. Лукаш Мачадо, Бразилия. Абсолютный чемпион Бразилии по масс-рестлингу. Чемпионат состоялся месяц тому назад. В Бразилии, и не было равных Лукашу Мачадо. Лукаш Мачадо весит 134 килограмма, перерост
знать, как тягая обладать. Вот два могучих атлета ходят друг против друга, садятся, выбираются ноги за доску и начнется борьба. Идет равноценная борьба между двумя атлетами. Владимир Шурман, Молдавия, одерживает победу со счетом 2-1. 15-14 часов. Без остановки пели, рассказывали лангазуды Якутии. И тут подпевали, как состязаются, как ведут поединки, как борются светлые силы с силами нижнего мира. И, конечно же, там красавица Туяна Мако, красавица девица, и поединки шли за Туяну Мако. Вот настоящие богатыри Юргон Бахуры. Так, слушаем команду. Захват красный. Когда поединок начинается, опа! Победу одерживает Гулбис Роланд. Гулбис Роланд, Латвия. Неоднократный чемпион Латвии по силовому экстриму, режиссер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. Гулбис Роланд, Латвия. Один из опытных масс-рестлеров мира. Так, палку на середину. Красный натяг. Красный натяг. Натяг. Натяг! 2-0. Гулбис Роланд, Латвия. Гладкого, чтобы померяться ловкого, чтобы посостязаться достойного. Только сильными надо встречаться. Так именно воспевается в народном эпосе Олонхо, который стал мировым шедевром народного творчества. И вот люди, похожие на былинные герои, сегодня у нас на земле Улу-Дульмана, на земле Олонхо. Кто же станет абсолютным победителем, обладателем суперприза? Палку на середину. Палку на середину. Двигаться! Тяг! Магомедов Азрет, Азербайджан. Синий угол, Евгений Иванов, Россия, Республика Саха-Якутия. Один из сильнейших масс-рестлеров Якутии. Неоднократный чемпион и призер по масс-рестлингу. Евгений Иванов Палку на середину. Не двигаться! выигрывает первую встречу в данном поединке. И со счетом 2-0 победу одерживает Евгений Иванов. Россия, Республика Саха-Якутия. Первая пара.
будет, как говорит доктор Курбинская. Литва. Синий угол Виктор Колебовчук. Россия. Смоленская область. Виктор Колебовчук 1-0. Виктор Колебовчук не дает шанса выиграть своим соперникам. И хладнокровно идет в финал. Трехкратный абсолютный чемпион России, чемпион мира. Виктор Колебовчук. Украшение данного турнира. На вид Виктор Колебовчук, он могуч и силен, гордый да быстрый. Быстрые движения, силен, тяги. Это у нас Виктор Колебовчук. Показывает свою красоту и силу. Соперником в финале против Виктора Колебовчука. Güdürünü üstlerde Arkani Baydar'da Uranbayımız Dura İlk yene gitken yakları Bu da Kanturallah Uranbayda Çekim kayar Kim finalda tapsa Волода Бебелевым улучшение пенсионер знают друг друга очень хорошо. Они не раз встречались на помостах Республики и России. И сегодня ответственнейший старт в международном турнире Кубок Земелелом СО. Кто ли еще будет в мире этом? Çukuruybat bolar, tozlar bolayalım diyen, yola herkese eden takayını yıkındıra. İlkan yolu yüzgayga emeye, söbedegin yigen. Koptanar beni bilbekke, inniki jige bari, diye bana aktan ettiler. Семикратный победитель игр Давида. Вот он Начинается решающая, заключительная, очень важная встреча.
запаленные дыханием могучих атлетов. Как струны звенят их мускулы, их жилы. Решение в течение 30 секунд. Примите мне. Разве уступают добром честь и имя сильнейшего? Никак нет, только в споре. В горячем споре появляется победитель. Не только в состязаниях, но чудо техника. Решение. 2-1 победа белорусского. Победу одерживает Иван Белорусский. По предупреждению. На помост первым выходит чемпион Бразилии по масс-реслингу Лукаш Мачадо, синий угол. И сильнейший масс-рестлер Якутии, пятикратный чемпион России в своем весе Федор Федоров. Россия, Республика Саха-Якутия. Лукашу Мачадо всего 23 года. Молодой атлет, подающий большие перспективы. Борьба началась, тетива натянута, тоже возьмешь. Какая техника, какая тактика борьбы будет использована в этом поединке? Федор. 1-0. Разгар турнира по масс-реслингу Кубка земли Ланфо. И одним из общепризнанных наиболее популярных Ланфо у нас в Якутии считается эпос Нюргун Батыр Стремительный. И Нюргун Батыр Стремительный в 30-32 годах прошлого столетия написал писатель, фольклорист, ученый, филолог, государственный деятель Республики Якутии Платон Алексеевич Ваюнский. Федор Федоров, Республика Саха-Якутия, счетом 2-0. Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу. Сергей Турубицын говорит, я выиграю. Я выиграю, не верю.
жестом. По нраву, по своему нраву, характеру богатыри очень хорошего характера, спокойные и насчетом потом день удерживает Сергей Трубицын, Узбекистан. And with a score of 2-0, the winner is Sergei Trubitsyn, Uzbekistan. Строгие, жесткие, но если побеседовать, они очень мягкие. Выходит по ответа Роланд Гулбис. Роланд Гулбис, Латвия. Неоднократный чемпион Латвии по силовому экстриму, призер международного турнира по силачам и масс-рестлингу. И атлет синего угла Евгений Иванов, неоднократный чемпион и призер. 1-0. 1-0. Роналд Гулбис, Латвия. Победителя по силовому экстриму Роналд Гулбис начинает заниматься рестлингом. Что же творится? 2-0. Роналд Гулбис, Латвия. The winner with a score of 2-0 is Литва. Анатолий Пейсер, Россия, Республика Саха-Якутия. Антанас Абрутис является победителем международного турнира по масс-рестлингу в Турции. Весит 133 килограмма. Ожидается интересная встреча, кто же выиграет. Антанас Абрутис, Литва, или Анатолий Пейсер, Россия, Республика Саха-Якутия. Какой мощный рывок в исполнении Антанаса Абрутиса. И палка оказывается в руках сильнейшего человека Литвы. Какой мощный исполин на помосте против легендарного Анатолия Пейсера. И вот один из богатырей, один из двух силачей будет повержен. И кто же проиграет? И кто же выиграет? Пока 1-0 здесь ведет Антанас Абрутис. Анатолий Пейсер. Счет 1-1. Разрыв мышц, растяжение мышц получает Антанас Абрутис. Ввиду отказа соперника Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий. Анатолий Пейсер. Со счетом 2-1 победу одержал Анатолий Пейсер.
Сергей Андрейченко, Федор Федоров, команда Чедана и Сергей Андрейченко. Ох, какая тяга, какая мощь! Сергей Андрейченко, Челябинская область, победитель турнира «Золотой тигр» и «Дедлифт». Вот такие состязания турнира выигрывал Сергей Андрейченко. Он по экстриму силовому, по пауэрлифтингу. И вот сегодня Master Wrestling. Сергей Андрейченко настроен только на победу. Захват делает атлет красного угла Сергей Андрейченко. По правилам схваток в масс-рестлинге есть два хвата: внутренний хват и внешний хват. И атлеты, кто любит внутренний хват, а кто внешний. Сейчас наблюдаем, какой хват будет выбирать Сергей Андрейченко. От этого тоже зависит успех. Андрейченко выбирает внешний хват. Внешний. Судья-арбитр на помосте Егор Ермолаев. Судья республиканской категории. Перед нами одна из центральных встреч данного кубка. Демье Лапко. Поединок за третье место. Сергей Трубицын, Анатолий Байчев. Сергей Трубицын 1-0. Поможет Анатолию Байчеву своя родная земля Якутия, земля Улугбека.
победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Сергей Трубицын, Узбекистан, или 10-кратный чемпион Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, чемпион России Анатолий Баежев. Судья на помощи, судья республиканской категории Семен Борисов, Республика Саха-Якутия. Чтобы схватиться только с фактом, чтобы померяться силой только с ловким и посостязаться только достойным по силе, по мужеству. Вот 2 атлета. Перед нами на помосте 2 финалиста. Кто же выиграет? Виктор Полевовчук, 3-кратный абсолютный чемпион России, чемпион Европы и Кубка мира. Оба россияне. Смоленщина и Якутия. Команда Че и атлеты в поединке Виктор Полевовчук 1-0. Трехкратный абсолютный победитель, чемпион, обладатель всех титулов масс-рестлинга, которые есть на планете Земля. Виктор Полевовчук 1-0. 2-метровый исполин, богатырь земли русской, Смоленщины. И на этот раз Виктор Полевовчук настроен только на победу. Иван Белолюбский, сын Баргонский, 7-кратный обладатель игр Дагина, чемпион республики многократный, чемпион Европы, России по масс-рестлингу Иван Белолюбский и Виктор Полевовчук.